Предлагаю сегодня послушать завершальную речь в этом процессе Айдера Салидинова, который был вчера огульно обвинен и приговорен к 13 годам строгого режима, отбывания строгого режима. Давайте же посмотрим, что он сказал на завершальном слове. В первую очередь, конечно, я хотел бы выразить благодарность всем, кто был с нами на протяжении этих 3 лет, всем, кто писал нам теплые слова поддержки. Ведь, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, напоминание помогает верующим, и вы не оставили нас без этой помощи. Всем, кто посещал наши суды, оказывал нам поддержку, нам и нашим семьям. Вы олицетворение слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Верующие подобны строению, отдельные части которого поддерживают друг друга. Пусть Аллах, субхану ва тааля, не оставит вас без помощи, вас и ваши семьи в обоих мирах. Я призываю и требую от всех, кто имеет к этому отношение, и всех, кто соучаствует в этом, прекратить геноцид нашего народа. Геноцид, который начался еще в царские времена, а некоторое время был лишь на паузе, в связи с ослаблением и развалом Советского Союза. Не следует, будучи правопреемником СССР в его международных договорах, также быть преемником его преступлений. А тем, кому приходится испытывать на себе продолжающиеся репрессии, матерям, отцам, женам, детям, а также старикам, для которых это уже не впервой, и которые надеялись, что ихние дети подобного не увидят. Им я хочу сказать: не печальтесь, ведь мы не печалимся. За каждой тягостью непременно наступает облегчение, а каждая ночь заканчивается рассветом. И достаточно нам Аллаха как помощника и покровителя. Свой взгляд на ожидаемый приговор я хочу выразить в следующих строках. Мы не ожидаем справедливый приговор, не возлагаем на него надежд, но вашему решению найду я применение. Я в завещании его упомяну, пускай положат мне его в могилу, и в день, когда не будет больше силы, кроме Творца, и он подымет нас с могилы, ваш приговор ему я покажу, и в день сей, в коем нет сомнения, я вас засужу, а для меня он станет очищением.